дорогой Юра, что должно следовать после золотого пистолета и золотых батонов? Что дальше? Так, ну очень много версий, но я боюсь, что не все из них можно озвучивать в эфире. Скажи лучше ты, а то я что-нибудь не то ляпну. Вчера мы познакомились с золотыми костылями. Золотые костыли. Глава Крымского района, зовут его Сергей Лесь, вчера пытался сбежать от силовиков в микроавтобусе. Его, конечно, арестовали. Он с собой прихватил буквально то, что было под рукой. 100 миллионов рублей наличными, 12 килограмм золота и 7 айфонов. Но 12 килограмм золота были замаскированы в железнодорожные костыли. Но это же пилите, Шура, пилите. Буквально, это Это как хотел сказать. буквально это. Покрашенные железнодорожные костыли, которые были, собственно, золотые. Они скрепляют рельсы и шпалы. Но сбежать не удалось, Лейса все-таки задержали. Это, на самом деле, феерическая история. Его подозревают в присвоении себе и своим близким, а сейчас близких я буду перечислять, будет очень много фотографий, бесконечные. Больше 100 земельных участков на 2 миллиарда рублей прокуратура подала иск. Значит, ответчиком по его делу проходит сам Сергей Лесь, его сын. У нас есть на фоточке, он есть сын, вот его сынок. Его нынешняя жена, блондинка, потому что я буду говорить еще о предыдущей жене, брюнетке, там тоже Не путаем, есть. друзья. Да, значит, у нас есть жены, которые тоже проходят по делу ответчиками. Брат, жена брата, теща, текущая теща, это вот текущая жена у нас блондинка есть, и есть прекрасная брюнетка, это предыдущая. А также, значит, все окружение вокруг, все родственники, причем нынешние и бывшие, вот это предыдущая жена, чья теща тоже проходит, чья мама тоже проходит по делу. А также начальники отдела торгов и закупок. Он сейчас по делу в СИЗО о махинациях землями. Жена вот этого отдела торговых и закупок. Отец жены начальника отдела торговых и закупок и так далее. И еще 2 юриста, про их жен, братьев, тещи, детей пока ничего не известно. Ну, в общем, Слушай, как-то... Мне кажется, ему нужно было еще пару браков для того, чтобы было еще больше бывших родственников, чтобы, ну, как-то распределить, размазать по ним поравномернее все это дело. Как будто двух жен, 2 тещ, и вот этого набора не хватает. Но вообще, мне кажется, ему сказали: Сергей, лезь в кубышку, не лезь, и на этом все у него закончилось. Вполне возможно. Но ты знаешь, нас об этом предупреждала Анастасия Кашеварова. Надо сказать, говорила, что буквально вчера у нее в телеграм-канале появилось сообщение о том, что государство должна санировать, собственно, пространство. И уже сейчас в этом пространстве санации находятся фамилии 70-80 губернаторов, силовиков и так далее. Причем она анонсировала масштабные чистки среди, в том числе, сторонников войны, среди зетников. Последние времена настают просто. И она уверяет, что Путин дал добро на эти репрессии. Называется санация государства. В ближайшее время будут новые громкие дела против чиновников военных, а также против представителей медийного и общественного блоков. И как в воду глядела. Просто как в воду глядела. Но это тоже и про родственников, потому что в Питере взяли всех. Буквально все. Друзья, если вам хочется занять какую-то должность, срочно в Питер, там теперь пусто. Много вакансий, насколько я понимаю, да? Все, всех забрали. Взяли Фиму психопата, ты не поверишь. Значит, вот Фима психопат, но я расскажу все по порядку. Значит, в Москве, дело из Петербурга, Басманный суд избрал депутату Заксобрания Питера Александру Малькевичу меру пресечения ласковую, запрет определенных действий. Всего-то. Да, при этом он сказал, что он под подпиской о неразглашении, никаких подробностей не будет, но известно, что запрет определенных действий, знаешь, какой? Так. Не приближаться к телецентру на Чапыгина 6.
просто отдельно прописан, не приближаться. Нет, там просто, покажите, Малькевича, это вот как раз Фима «Психопат». Она, вот Малькевич, да. Друзья, увидите этого человека около Чапигина 6, срочно звоните в полицию. При этом суд по тому же делу отправил дальше всех в СИЗО. Это спецпредставитель губернатора Беглова Елена Никитина. У нас вот есть красивая девушка в розовом пиджаке, да. И, собственно, Фима «Психопата» — это зам генерального директора телеканала «Санкт-Петербург». И, собственно... Могу простить. Николай Каменев, Фима «Психопат», он больше известен в интернете как Фима «Психопат». Ну, из песни слов не выкинешь. Ну, как назвали, так и поплыл. Тут, ничего с ним не сделаешь. Ничего, это само название. При этом есть еще супруг Елены Никитиной, Сергей Кожакар. Вот у него как раз домашний арест. Есть еще директор канала «Санкт-Петербург» по экономике и финансов, которого тоже арестовали на 2 месяца. Все кругом мошенничество, хищение в особо крупном размере. Если говорить, называть вещи своими именами, это распил бюджетных средств, которые выделены на пиар. Надо сказать, что вот эта вот девушка в розовом пиджаке, она всегда была при Беглове, несмотря на ее молодость, и она в последнее время вела за него все соцсети. То есть, она работала все-таки. Ну, собственно, да, очень близкий человек. Вот, собственно, вообще дело очень странное. Кто такой Малькевич? Малькевич — это человек Пригожина, человек Евгения Пригожина. Он ключевой фигурант «Фабрики троллей». Итак, мы плавно переходим на твою вторую тему, мы как бы сращиваем их. Ну, естественно. Ну да, там у него эпизоды хищения больше 30 миллионов рублей, городского агентства по телевидению и радиовещания, поэтому не подходить к улице Чапыгина 6. Чтобы остальное не спер. Ну да. Там хоть что-то еще осталось, и это вынесет. И он, собственно, был ключевым человеком в пригожинских медиа, в «Патриоте». Он работал, собственно, из медиахолдинга «Патриот» с сетью вокруг фабрики троллей. Он глава фонда защиты национальных ценностей и очень активный был в пиаре в африканском. У него была большая история с задержаниями так называемых социологов в Ливии, которые оказались журналистами, троллями, работающими. Про это что потом сняли фильм «Шугалей», если я не ошибаюсь. Совершенно верно. Это все, собственно, его рук дело. И он, надо сказать, находится под американскими санкциями с 2018 года. И они были поддержаны в 2021 году. Но, значит, суть претензий, чего украл, чего похитил, они совершенно не имеют никакого значения, потому что можно красть, можно не красть, сажают у нас не за это, как известно. Дело в том, что это дело сняли с паузы после приговора экс-главы фабрики троллей Илье Горбунову. У нас есть его чудесная фоточка из суда Илью Горбунова. Очень недоволен. Да, вот он получил 10 лет. Я бы тоже был недоволен, ладно. Да, надо сказать, что не он один, там довольно много народу село. И у него-то дело вовсе не хищение. У него главное, основное его обвинение, ну, есть наркотики, но основное обвинение — вымогательство. Причем у кого? У Малькевича. То есть это слово «жаба-гадюкин», которое вот в чате я увидел, оно максимально точно описывает происходящее. Абсолютно. И здесь только следить, и я не знаю, что еще напишет у нас Анастасия Кашеварова. Потому что, конечно, у нее очень выверенный текст. Такой, вот я бы сказала, вот когда ты читаешь и понимаешь, как это было тщательно согласовано в 8 инстанциях. Я могу сказать только одно. Чем дольше ты сидишь в эфире Breakfast Show, тем выше шанс, что мимо тебя проплывет приговор очередному пригожинцу или очередному Z-пропагандисту, а то и, глядишь, кого-нибудь еще инагентом признают. Ну, да, надо сказать, что она инагенту тоже погрозила, что это на этом не остановится. Причем не инагентом, а инагентом типа Сергея Маркова, Алёхина. Она сказала, в общем, им, что, во-первых, это не все, а во-вторых, остальным приготовиться. Ну и то, что происходит с судьями. И в Верховном суде, и в суде Адыгеи, в Карачаево-Черкесии. Это судейская штука. Что происходит? Больше 100 человек арестовано генералов в Министерстве обороны и высших офицеров за последнее время. Губернаторов и вице-губернаторов вообще никто не считает. Просто не считают. Вот этот Лесь,
с золотыми костылями, и Малькевич — это все-таки одна обойма. Это вот то самое, в чем Кашеваров говорил 70-80. Я думаю, что 70-80 — это топчики. Это топчики, Мгм. потому что их уже гораздо больше. Опасная работа. Ну и что говорить, это, конечно, чистка. Это, конечно, большая чистка. Чистят лояльных, потому что недостаточно быть просто лояльным теперь, недостаточно своими действиями. Все-таки надо согласовывать каждое слово, каждое Степень лояльности должна быть выверена и согласована. выверено. И что-то ты больно борзый, что-то ты больно умный, что-то ты как-то много сам чего делаешь. Здесь надо делать, что сказали, а не выйти с инициативы. Не надо никаких инициатив. Что инициатива наказывает инициатора, если немного смягчать старую мудрость. Ну, и вы знаете, я хотела вам сказать еще очень важную вещь. И мне почему-то кажется, что то, что я рассказывала вам сейчас про Россию, оно связано с тем, что вчера произошло в Украине. В Украине Роскомнадзор, не надо так говорить, да, свел счеты с жизнью очень известный, один из крупнейших криптоинвесторов, молодой совсем человек, 34-летний Константин Кудо. Он блогер был, владелец нескольких проектов, связанных с NFT и криптотрейдингом. Его тело было обнаружено в его Ламборгини, и рядом лично зарегистрированное оружие. Он оставил очень много записок, и нет сомнения, что это, так сказать, не криминальный след, и, скорее всего, это, конечно, его реакция на падение самое резкое с 2022 года криптовалютного рынка, что, собственно, случилось в сентябре. У нас биткоин опускался ниже 48 тысяч тонн, Solana упали на четверть, и надо сказать, что пострадал больше всего украинский сегмент. Потому что очень многие трейдеры держали активы в телеграм-ботах, где ликвидность заморожена. А в Телеграме тоже был сбой. Упали звезды, много чего упало. С небес, в смысле, простите. да, в смысле телеграм-звезды. А Куда держал не свои деньги. Это были чужие деньги. Ну почему? Потому что вообще крипта это то, что очень сильно объединяет и Россию, и Украину, потому что анонимные криптокошельки — это просто мечта любого чиновника, любого взяточника, любого коррупционера. Они анонимные. И, в общем, ни в России, ни в Украине крипта не запрещена, операции с криптой. Так я помню, что в России тут одно время велись разговоры про то, что надо весь бюджет в крипту переводить, чтобы его не могли страшные западное варьё своровать у нас. Ну да, то есть до сих пор, например, в башне, в башне Федерации можно было прийти с чемоданом денег, купить все что угодно или сделать наоборот, да, это никто никому не запрещал. Ну вот, собственно, Кудо, он был частью молодого украинского бизнес-круга, который после 22 года представлял такого нового поколения IT-капиталистов, IT-капиталистов с совестью и с позицией. Он активно поддерживал ВСУ, активно донатил на фронт. И вот после его смерти украинский комментатор очень много пишет о токсичной культуре успеха. Вот это вот оно в криптосообществе. И многие приводят параллели с судьбами, которые кончились ровно так же, как и у Кости, криптопредпринимателей. Как раз был вал 22-23 года. Это все молодые люди. Это Вей Синг, Николай Мушигян, Тиран Колос. Это все из сферы DeFi. То есть это не криминал, а выгорание и финансовый крах. Это системная история эмоционального срыва на фоне вот потери капитала и публичного давления, еще плюс ко всему. И это зеркало эпохи, потому что крипта для Украины стала какой-то частью патриотической экономики. Если в России это стало частью воровской экономики, частью коррупции. Увода и теневого какого-то мира российского. Когда ты пишешь просто номер кошелька, и больше ничего, то здесь это была часть патриотической экономики. Именно патриотической экономики. И вот судьба Куды — символ того, что эта сфера рушится и может рухнуть. Это биткоины, это за ними, в общем, ничего нет. Вместе с иллюзией бесконечного роста. И это, конечно, тема для разговора. Молодые миллионеры, которые выросли на войне и на хайпе, они не выдерживают в долгой тяжелых дистанции реалий и ответственности.
Поэтому здесь падение биткоина казалось не только экономическим, да, но и смысловым. Нет больше иллюзий и легких побед. И поэтому две новости вот эта российско-украинская, они очень точно сегодня слились. Одна страна чистит элиты, а другая вторая теряет страна элиты. теряет элиты и теряет веру. И обе страны на пределе сил, по большому счету. Вот то, что в Москве называют санацией, это форма выживания системы. А то, что сегодня в Киеве называют депрессией, это цена свободы. Такая зеркальная история с другой стороны фронта. Две страны в одном поле боя. Там усталость власти, а здесь усталость веры. И все мы это видим В прямом эфире буквально. в прямом эфире Breakfast Show.